Это проект «Испытано на себе» на телеканале Якутия-24. И мы сегодня будем снимать оленеводческую жизнь. Ради этого мы специально приехали в СПК «Фактория Тампо» в Тампонском Улусе. Это одно из крупнейших стад оленеводов здесь. И мы сюда приехали с известной вам уже Ясминой. Всем привет! И приехали мы сюда в январе. Это, на минуточку, один из самых холодных месяцев в Якутии. Обычно температура опускается ниже минус 50 и даже минус 60 градусов. Но именно в 2025 году выдалась аномально теплая зима, что и позволило нам приехать и заснять жизнь оленеводов. Мы хотим испытать на себе, с какими трудностями сталкиваются оленеводы зимой и как они их преодолевают. Испытано на себе. В Якутии, в Тампонском Улусе, есть сельскохозяйственный производственный кооператив «Фактория Тампо». Это кооператив, который занимается оленеводством и фактически является наследием легендарного советского совхоза «Тампонский», рассвет которого был под руководством героя социалистического труда Василия Михайловича Кладкина. Конечно, в советскую эпоху оленеводство в этих краях было очень развито. Поголовье оленей достигало 22 тысяч, было 18 стад. Конечно, с развалом Советского Союза оленеводческое хозяйство столкнулось с большими проблемами. До сих пор актуальны вопросы адаптации к условиям современности с развитием горнодобывающей промышленности, ну и, конечно, необходимости сохранить традиционный уклад жизни наедине с нетронутой природой. В этот раз мы решили посетить одно из самых крупных стад района. Это стадо номер 1. Поголовье оленей здесь насчитывает почти 2000 особей. И, конечно, наша задача испытать на себе за короткий период времени весь быт оленеводов. И даже в планах попробовать перекочевать традиционным способом, как это происходит испокон веков. Ну что, друзья, была очень-очень долгая дорога. Мы сперва на маленькой машине добрались с города Якутска по ледовой переправе до Нижнего Бестяха. Дальше поехали в сторону Хандыги. Проехали по асфальту ровно до Чурапчи по хорошей дороге и по грунтовой дальше до Хандыги. В Хандыге мы, конечно же, немножко остановились, перекусили. Далее поехали в горы, с ворот на Тополиное и по хребту поехали в сторону Тополиного. Там мы переночевали ровно одну ночь, и с утра нас забрал УАЗик. Мы поехали до трассы, где нас ждал буран, и мы на буране 50 километров. Представляете, 50 километров ехали на буране в минус 40 прямо до самого стада. И вот, наконец, мы здесь, на стаде. Что я вам хочу сказать? На самом деле здесь просто бешеная классная атмосфера. Это самое первое. Естественно, чистый воздух и приятная природа. Но хотелось бы сразу описать наше стойбище. Это стадо номер 1. И вот у них, если обратите внимание, имеется тарелка. Эта спутниковая тарелка дает интернет. То есть здесь есть всегда связь, что очень-очень упрощает на самом деле вообще жизнедеятельность. В будущем планируется также установка солнечных панелей, чтобы постоянно был свет. А в данный момент свет пока дается только по вечерам от генератора, от обычного бензинового генератора. Пойдемте посмотрим наше жилище. Друзья, жилище на самом деле не такое большое. Это небольшая ровная территория, то есть специально была выбрана ровная площадка, чтобы было спать удобно, чтобы не перекатываться ни влево, ни вправо, ни вниз, ни назад. Поэтому вот именно здесь стоят две палатки. Вот у нас получается первая палатка — это кухня, и вторая палатка — это у нас непосредственно спальня. То есть вот именно в этой палатке будем жить мы. А так вокруг стоят нарты. Это вот как раз-таки, скажем так, сани. Это сани, на которых будет происходить кочевание, кочевка. Между двумя палатками обязательно дрова. Вообще, на самом деле, дрова — это один из самых важных этапов жизнедеятельности оленеводов. Очень много дров требуется для того, чтобы пережить зиму. И поэтому вот прям большими, скажем так, полена, прямо очень большие, привозят, ложат ровно посередине между двумя палатками. Естественно, топят печки прямо отсюда. Пойдемте посмотрим палатку.
Палатка. На самом деле палатка обычная, брезентовая. Это заведено еще со времен Советского Союза. То есть если раньше в царские времена были чумы, шкуры, то Советы это немножко упростили и начали использовать брезентовые палатки, что сохранилось и по сей день. Ставится обычная палатка брезентовая, сверху накидывается тент. Это чтобы, во-первых, влага сверху не попадала внутрь, ну и, соответственно, это держит тепло намного лучше. Палатку закапывают, то есть ставится палатка и обязательно закапывают палатку по бокам. Это чтобы, во-первых, ветер не поднимал саму палатку, ну и также это и есть утеплитель, естественный снежный утеплитель. Ну и также хочу отметить, что вот палатка ставится на жерди, а эти жерди уже здесь стоят. То есть при выборе места год или два назад была выбрана именно эта стоянка, и здесь были поставлены жерди для установки палатки. При кочевании эти жерди остаются на этом же месте, чтобы через год, когда оленеводы придут сюда, прямо на эти же жерди будет устанавливаться также брезентовая палатка. Ну и, кстати, хотел бы сразу отметить, что обязательно возле палатки ставится лед. Здесь, конечно, я его, не так много, но вообще в целом просто добывается лед из реки, обычный чистый лед. Его ставят рядом с палаткой, чтобы его топить, и этот лед используется при приготовлении еды. Этот же лед пьют, и этим же льдом можно умываться. Ну что, друзья, а мы вот только что с Семеном заехали в палатку, и по обычаям народов Севера первым делом, когда вы приходите на новое место, вы должны покормить огонь, воду или землю. В данном случае я уже растопила буржуйку, развела уже огонь, и сейчас буду кормить огонь для того, чтобы у нас все прошло хорошо, и в благодарность за то, что земля нас очень хорошо принимает, чтобы у нас все прошло хорошо. Сейчас чуть-чуть ускорится. Ну что, давайте теперь я вам расскажу немного о жилище, где мы заселились. На самом деле в палатке тепло, но когда она нагретая, да, но если вещи положить вниз, то, как вы можете видеть, местами здесь будет даже снег, потому что внизу все просто леденеет. Поэтому есть вещи, которые мы не можем ложить вниз, допустим, такие как батареи или там, допустим, косметичка, да, шапка, перчатки, полотенца, салфетки, все, что может замерзнуть и что должно находиться в тепле, конечно же, вот так вот подвешивают на вот эти вот жерди. Хочу обратить ваше внимание на вот такую вот сумочку. Вот это моя современная сумочка, а это эвенская сумочка ручной выделки. Она сделана, кстати, из оленей шкуры с национальными орнаментами. Очень красиво, мне кажется. Тут хранят нитки, иголки. Вот. Когда вы заходите в палатку, прежде всего, первым делом вы должны обтряхнуть валенки от снега, так как валенки могут сесть. Этот лайфхак мы узнали, кстати, у оленеводов. Далее нужно положить валенки вот так на дрова, ближе к печке, для того, чтобы они хорошенечко просушились. Тут дрова, которыми мы и будем топить нашу палатку. Далее сушилка. Здесь сушатся вещи. В данном случае сушится сейчас седло. Я уже сюда повесила свой комбинезон, куртки, штаны. В общем, все, что промокло снаружи. Также в палатке имеется стол, где лежат бытовые принадлежности. Даже имеется компьютер, то есть современная вся техника. Имеется аккумулятор, которым включает и выключает свет. А также имеется место, где мы будем спать. В палатке бывает довольно прохладно ночью, так как топить нужно каждые 1,5 часа. Поэтому стелим
матрас, покрывало, шкуру, спальник, одеяло и еще сверху покрывало. Вот так я буду спать. Надеюсь, я сегодня не замерзну. Испытано на себе. Да, Ясмина сейчас очень-очень хорошо объяснила и рассказала, как выглядит жилье именно оленеводов. Ну а я, в свою очередь, хочу лишь добавить то, что оленеводы на самом деле топят печку редко. Реже, чем каждые 1,5 часа, особенно когда спят. Ну, днем, понятно, температура всегда поддерживается, а когда ложатся на сон, зачастую бывает такое, то, что они вечером перед сном затапливают максимально, забивают печку, буржуйку, затапливают, ложатся спать, и до 5-6 утра никто не топит печь. И если на улице минус 40 градусов, здесь становится очень холодно. Поэтому ставятся такие вот барьеры. Это вот в данном случае это вот ковры, ну и такой вот небольшой барьер от холода. К примеру, я уже вам говорил, что вот здесь вот есть снежная, то есть снаружи палатки, низ палатки засыпан снегом. Это естественный, скажем так, барьер холода. Ну и еще можно вот поставить, к примеру, подушечку. И здесь уже можно ложиться спать. Спят, ну, я, по крайней мере, буду сегодня спать на шкурах. Сверху самая-самая теплая шкура, шкура снежного барана. А под ней оленьи шкуры в несколько слоев. Ну и первым делом, когда палатку ставят, хотелось бы сказать, вообще ложат вот такую вот ветошь. Первым делом вся палатка, скажем так, застилается вот такой вот ветошью, а под ней, если вот посмотреть, прямо находится земля. Земля, вот снег, ну, то есть вот естественная подстилка, скажем так, которая будет сохранять тепло. Ну и брусья. Делается угол. Вот такой вот брус ставится. Это чтобы от входной группы снег не попадал на ветошь, ну и, соответственно, чтобы ветошь не разбегалась туда, в сторону входной группы. Кстати, еще хотелось сказать, вот этот вот угол именно из бревна делается для защиты. Во-первых, матрас ложится на бревно, и человек, который здесь спит, он не упадет на печку. То есть это своего рода пожарная безопасность, в свою очередь. Ну, так делаются все палатки, в которых живут оленеводы, вне зависимости от стада и тому подобное. Ну, то есть это классический вариант, скажем так, палатки. Хотелось бы отметить, что есть вот такие вот шкурки. Это лайфхак именно первого стада. Это сделано из оленей головы. Вот такая сидушечка. Бросаем сюда сидушку. Оп, садимся и греем ноги. Ну, чтобы не сидеть совсем на земле. Вот. Ну и также можно одеть валенки и пойти на улицу. Ну а сегодня я сейчас буду готовиться ко сну. Сейчас положу сюда свой спальник. Ну и думаю, что высплюсь сегодня очень-очень хорошо, так как это сон на свежем воздухе. Труд оленеводов очень тяжелый. Помимо того, что необходимо ежедневно устраивать быт, оленеводы каждый день ходят за стадом оленей в горы. И бывает, проходят в день по 30 километров, чтобы направить или собрать стадо. Оленей необходимо каждый день пригонять на стойбище, иначе в поисках корма олени могут уйти очень далеко. И нам буквально в первый же день посчастливилось встретиться со всем стадом. Дорогие друзья, сейчас вот именно как раз в данный момент Григорий с Дмитрием пригнали сюда оленя стада. Здесь почти 2000 голов, ну, чуть больше 1500, между 1500 и 2000. Весной еще будет пересчет сделан. А так вот в данный момент стадо сюда пришло. Мы сейчас будем кормить их солью. Ну и, конечно же, пробуем поймать ездовых оленей, чтобы их потом обучать. Ну, пойдем ловить. Подожди, мы сначала должны солью покормить. Ловим на соль? Ловим на соль? Да. Ну все, давай, зови оленей. Ма. Дай-ка этому соль. Кому? Ма.
Ма. Таким путем вот и ловим. Вот, например, ездовой олень пошел пешком за оленями, со седлом пошел, чтобы легче поймать без всякого аркана. Позвал на соль, олень подошел, солью накормил. И все, поймал его. И без всякого усилия. Так, ну-ка, не кушайте-ка ее. Ай, подожди. Подождите. Ай, ты что делаешь-то? Незабываемое на самом деле ощущение, но этот... Ну, уже меня кушают. Эй! Подождите, по очереди. Пожалуйста, не сходим с ума. Подождите. На. И вот они все подходят. Берем немножко из мешка соль и даем им попробовать. Вот так. Они очень-очень мягко это делают языком. Вылизывают прямо всю руку. Ай-яй-яй, немножко кусают. Олени на самом деле подходят вот очень близко. Когда вот в руках есть именно соль, они видят, видимо, друг за другом, что кто-то что-то кушает. И когда говоришь, на, все подходят, и я вот стою, как Дед Мороз со своими оленями. На самом деле мы их вот можем поймать вот таким вот образом. Без маута. Вот поймали, раз, и он уже, считай, будет учиться езде. А вот Гриша подошел, ты... Все, забираем его. А, вот этого именно забираем, да? Да, ездовой. Вот, смотрите, первая задача уже сделана. Один будет ездовым. Один Сейчас будем есть. его обучать. Не, упряжке. он обученный. А, этот обученный? Да, ездовой этот олень. Ну, значит, мы просто вот наглядно показали, каким образом можно ловить оленей. А, теплые языки. Руки, когда замерзли, можно вот так вот греться. Вещи стираем. Что кусаешься? Хватит, все. Ребят. Вот, стирает мою курточку. Гриша, вы так постоянно стираетесь? Прям вылизывает все что угодно. О, Ощущение, как будто телят кормят на самом деле. ребята, ощущение просто непередаваемое. На улице минус 30, даже 35, да, по-моему? 35. Что-то в районе минус 35, и мы вот находимся на улице, рядом с оленями. Тут как будто бы согреваемся от самих эмоций. То, что мы здесь находимся, и столько прямо вот стадо такое, да? Очень большое, красиво. Очень красиво здесь. Просто пока не могу даже собрать слова. Неописуемая Кстати, эмоция. белые олень, когда подходят, вообще белые олени очень редко подходят, но если они подошли, то это обычно, к счастью, их везение. О, Ясмина собирается быть счастливой. Мы как раз попали на территорию стада в момент подготовки к кочевке на следующую локацию. Как раз в это время оленеводы ловят молодых оленей, чтобы приучить их к человеку и в последующем использовать в оленях упряжках для перевозки всего стойбища по горам Верхоянского хребта на новое место. Ловля оленей происходит путем подкормки солью, а тех, у кого аппетит еще не разыгрался, или самых хитрых, отлынивающих от работы, ловят маутом, то есть арканом. Это вообще отдельное искусство.
и далее приучают к оленей упряжке. После того, как олень привыкнет, на его шею привязывают чугунок. Это большое полено, чтобы олень в поисках питания не мог далеко уйти в горы. Держат таких оленей отдельно от стада и также ежедневно пригоняют на стойбище. Мы, конечно, попросили оленеводов показать нам азы ловли маунта. Оп! Тоже так легко и просто. За рога. Не будем его ловить. Вот такая вот история в оленевода. Ну, я вам скажу, на самом деле это выглядит как-то легко и просто. А тут его еще надо, оказывается, мало того, что поймать, еще и побороть. Да. Участников у людей у всех метки свои. Вот, например, бригадира Баишева Вениамин Григорьевич, отца моего. А, то есть Его это получается, частный олень. метки именно делают на ушах. У каждого оленя свои. Ага, у каждой... Каждого хозяина. Ага. Да, друзья, я вот как ранее уже говорил, это вот олени именно кооперативные. СПК, фактория Тампо. И здесь существует много хозяев у оленей. И чтобы различить именно чей олень кому является, оказывается, ставятся метки на ушах. Вот у этого оленя, например, метка в виде просто вырезана посерединке, да? Вот, вот. А, вот и вот. С двух сторон есть вырез. Мы его называем крестики. Крести. Угу. А почему именно на ушах? Потому что, допустим, шерсть, она линяет в летнее время. А это вы зачем делаете? Что вы срезаете? Чтобы когда на нарты его будем запрягать, чтобы рогами не путался. Ага. Ну и человека, чтобы не потыкал. А ему больно? Нет, откуда? Прощай, красота. Ну, друзья, вот таким вот образом поймали оленя. И сейчас его готовят именно для того, чтобы он стоял на упряжке. То есть вез упряжку. Сейчас его будут обучать. И перед этим, конечно же, вот срезают рога. Чтобы себя не калечил. Да, вот как Григорий сказал, чтобы непосредственно именно это помогает оленю, чтобы он сам себя не покалечил. Ну и не бодался. Рога вы собираете? Собирай, китайцам продадим. Да, у ребят тут чувство юмора тоже очень развито. Они нашу Ясмину все подкалывают, да? Не надо, что ли? Собирай, собирай. Китайцам продадим, говорю. Вы продаете китайцам? Собираете или нет? Собираем. Ясмина, следующая съемка будет растаможка. Не идет. Ни в коем случае оленя подгонять нельзя, потому что олень должен научиться идти сам. Сколько он так будет упрямиться? Сколько это примерно занимает по времени? Можно за 5 минут, можно за 2 дня. Но ночь научить его
Носит дерево его. Так, в общем говоря, олень вот упертый оказался, не хочет идти. То есть вот таким вот образом происходит процесс обучения. Вот он пошел. И опять уперся, встал. Идет, да? Ну вот таким вот образом происходит обучение. Олень у нас уже начал привыкать к веревке, уже идет. И вот Григорий его дальше потащил в сторону палаток. Сейчас, возможно, будет... Завяжет его, да, наверное, или что? Ну, в общем говоря, вот таким вот образом происходит процесс обучения. Как говорит Гриша, ночь и веревка его... дерево и веревка его научат. Лучший друг для оленя на ночь. А это так получается процесс обучения, да? Он сейчас будет привыкать к веревке. Да, чтобы это сильно не дрыгался. Двигался как-то. Чтобы он познал веревку. Что он привязанный. Чтобы он понял. Ага. Значит, умный. Ну вот мы поймали первого умного оленя, привязали его к дереву, и за ночь он должен привыкнуть. Сейчас именно Григорий с Дмитрием пригнали сюда оленей с пастбища. Ну как пастбища, с горы, да? Но при этом именно ездовые олени держатся отдельно, на другом месте. Да. Ну чтобы когда кочуют, чтобы легче вылавливать их было. Угу. Быстрее. А то в такой массе оленей плохо ловить. Тяжеловато. Ну вот так вот есть свои премудрости, свои тонкости, и это все передается испокон веков, от отца к сыну. Ну и вообще оленеводство — это одно из самых старых, скажем так, древних занятий, которое выжило до сегодняшнего дня. И на самом деле какие-то банальные вещи мы тут снимаем для оленеводов, а это на самом деле очень-очень интересно. Просто люди, которые живут здесь, это люди природы. Ну и, соответственно, мы сюда приехали как гости и пытаемся понять, изучить. И некоторые вещи для нас кажутся чуждыми, а вот для местного населения, для коренных малочисленных народов Севера, это обычное дело, обычный трудовой день. Ну и вот молодому оленю постоянно надо подходить, чтобы он к человеку привыкал. То есть подходить к оленю, показывать, что как человек привык. Ага. Чтобы к человеку привыкал олень. Ну. Чтобы не боялся. Эти хорошие. Более спокойнее себе. Ловля оленя маунтом – занятие непростое. Мало того, что необходимо правильно и быстро собрать аркан кольцами, необходимо еще и точно попасть в бегущего оленя. При этом закинуть маунт так, чтобы он раскрылся, то есть требуется определенная сноровка. Ну и самое главное, конечно, удержать оленя. И оказывается, это очень опасное занятие. Ведь сильный олень на ходу может и протащить оленевода по земле волоком. Так, ребята, ну вот теперь я пытаюсь поймать оленя маунтом. Маунт сделан из шкуры оленя. Мне вот до этого показал Дмитрий, как правильно наматывать маунт. Григорий тоже показывал, но я вот сейчас попробую самостоятельно теперь это сделать. Вот таким вот образом наматываем маунт на руку. Если приловчиться, это происходит очень быстро. Я, конечно, чуть-чуть медленно это делаю. Так, еще чуть-чуть. Хватит, неправильно. Почему? Вот сюда же. Надо было сначала этот одеть. Все, понял. Вот так. Потом наматываю вот на конец внутри пальца. Так, вот эту часть крепко завязываю к себе на перчатку, забираю вот эту. Так. Вот так. Ага. И теперь идем ловить. Так, кого поймаем?
Выгнал оленя. Ой, задина. Ну, друзья, на самом деле занятие такое себе. Чтобы поймать, надо еще сначала загнать оленя под бросок. У меня уже руки окоченели, если честно. Давайте. Вот что мне надо. Оп! Оп, есть! Ага. Какого-то поймал! Слушайте, ну я сам себя чувствую оленеводом. Я поймал оленя прямо броском. Мало. Первый раз. Я до этого бывал, тоже пробовал в Найвенеке, пробовал весной. Но он дергается, слушайте. Не получалось, вы прямо вот оленя поймал. Гриша, а что с ним потом делать? А? Подойди. Поможешь, да? Так, друзья, ну у меня получилось с первого раза забросить маунт и поймать оленя, но это оказалась самка, она в данный момент именно не нужна, но просто я вот хотя бы научился, как правильно забрасывать маунт. А так на улице сейчас очень холодно, я хочу немножко пойти погреться. Долго отдохнуть не получилось. Работа ждет. После поимки ездовых оленей оленеводы ведут стадо дальше в горы. И для этого необходимо верхом на олене вести их по направлению кочевки. И нам пришлось научиться ездить верхом. Ну что, друзья, я пытаюсь пробовать сесть на оленя верхом. Вот мне вот подсказали, сначала палочку ставишь, упираешься об нее и от нее отталкиваешься. Правильно? Так, вот я ногу должен закинуть сюда. Ногу на седло. Да. Резко. Ага. Вроде сип. Ноги чуть поуже. Ага. Видишь, свободно, расслабься. Эту штуку возьму. Так, друзья, ну сесть у меня получилось. Главное расслабиться, чтобы вес легче стал. Ага. Чем напрягаешься, тем больше вес чувствуется сверху. А как тормозить, если что? Дергать. На тебя, да? Тебя. А поворачивайся таким образом. Левой ногой в ухо, чтобы вправо повернуть. Вот так. Лево повернуть, вправо повернуть. Так, Ясмина, я научился управлять. Друзья, в общем говоря, смотрите, как управление происходит. Стой. За веревку, когда я дергаю, когда держу оленя за веревку, он останавливается. Сейчас не хочется справить. Стой. Вот, он остановился. Чтобы пойти вперед, мне необходимо ударить. Стой. Что-то он меня не хочет поворачивать. Это мне нужно... Так,
В общем говоря, смотрите, я дергаю за веревку, он останавливается. Бью его ногой, стой. Бью его когда ногой, он идет. Чуть вперед. Так, ну вот мне показали, как нужно управлять. Это нужно ему закрывать глаз. Вот так вот подгонять. И... Вот он поворачивает вправо, когда я ему закрываю левый глаз. Вот. Когда закрываю правый глаз, он идет, соответственно, налево. Либо направо. Ну, в общем говоря, ногами балансируешь, когда... Оп-оп-оп-оп-оп. В целом, ребята, очень понятно. Управление просто ногами. Закрываем глаз, он поворачивает. Закрываем этот глаз, он поворачивает. Дергаем, он останавливается. Бьем, он идет. Вот так идет. И останавливаем. Ну, в целом, урок, я думаю, освоен. Теперь нужно будет просто покататься на олене, попробовать поездить. Ясмина уже как истинный оленевод села сама на оленя и уже готова загонять. Я вам больше скажу. Я сама на него прям, получается, залезла. Подпрыгнула и залезла. Скажи, с первого раза у меня получилось. Гришка, подтверди. Гришка, возьми ружье, я боюсь без ружья. Мы поехали на спецзадание. Теперь мы будем... наша задача сейчас отогнать оленей подальше, ну вот в сторону, куда мы будем кочевать, в сторону кочевки. Так что наше время уже подходит, нам пора двигаться. Все, давайте, двигайтесь. Так, давай. Это был первый день в гостях у оленевода. И он был очень насыщенным. К сожалению, я очень долго привыкал ездить верхом. Ну а в отличие от меня, Ясмина усвоила езду верхом на олене очень быстро. И поэтому именно она в первый же день пошла загонять стадо обратно в горы. Ну а я остался на стойбище, буду учиться ездить верхом, чтобы в скором времени тоже участвовать в загоне стада.